Давай, наверное, сначала о тебе. То есть о тебе я знаю, что ты у нас глава РМО, уже прошел достаточный срок в твоего места, сколько ты находишься? 7 месяцев, по-моему, 7 с месяцев. февраля этого года. Ну, то есть можно спросить уже, что произошло за эти 7 месяцев. Я стал понимать, с ними тягаться нам бесполезно. Я принял решение, что уважаемые родители, отец, дядя, братья, вы меня извините, но я хочу уйти. Любой человек, он воспримет тебя негативно. Когда руководитель муниципального образования, глава района заинтересован, чтобы максимально экономно, но качественно сделать все, тогда все. Ощущение такое, то, что ты рассказываешь, что ты работал где-то на ферме реально под Марселем. То есть... Всегда четко понимал, все начинается здесь. Но вначале о тебе. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты родился? Я родился в 1986 году в поселке Икибурул Икибурульского района. Там же я пошел в детский сад, пошел в школу, проучился до 4 класса, после окончания 4 класса, то есть начальные классы, и переехал в Приютнический район, поселок Первомайский, он же по старинке сейчас и называется, там Ленинский комсомол, Ленком, ну вот так вот. Старшее поколение больше знает его именно так. Отец Чабан, гуртоправ, мать была дояркой, просто работала, но, к сожалению, ее не стало, и по семейным обстоятельствам так сложилось, то, что мы с бабушкой, с Эджей переехали в Первомайский. Угу. Там я начал жить дальше. Учился в КГУ? Выбор пал на исторический факультет, гуманитарный институт. В 2003 году поступил, о чем ни капельки не жалею. В 2008 году окончил. Но сейчас ты не историк. Да, судьба вообще там очень интересно повернулась. Так, ну, в 2008 когда закончил, студент, там, выпускной, там, провели вечер, там, все. 2 недели походил, там, в розовых очках, там, я уже диплом на руках, так, думаешь, что дальше делать. И тут мой родственник, мой дядя, хватает меня за шиворот и говорит: ты, наверное, все равно учителем, у тебя пока, может, не получится, но нужно другую сферу попробовать. Давай сельское хозяйство. А сельское хозяйство для меня не чуждо. Я, как я упомянул, отец это гуртоправ, и детство, там, юность, ну, все это всегда проходило на точке. Любые каникулы, выходные, все там на моря едут, а ты сидишь там и работаешь. Ну, как отец говорил, чтобы ты знал, как деньги зарабатываются, каждая копейка. Как ты как ребенок работал? То есть там ты пас? Ну как на точках дети работают? Да, конечно, там пасти овец, доить коров, там полы мыть, убираться, даже просто сидеть, кушать, варить. Кстати, готовка где-то класса с 3 уже вынужден был научиться готовить. Ты каждое лето проводил именно в селе? Да не только, нет, не в селе. В селе это было счастье. Именно на животноводческой, на точке, на кошаре. В селе, чтобы посидеть, нужно заслужить. Почему несчастье? Ну, как сказать, ребенок есть ребенок, даже подросток, юноша, да, хочется же там где-то погулять, там, но приучали к труду. Тогда, вот когда в твоем детстве, то есть ты мог сказать, что твоя семья зажиточная? Нет. Почему? Абсолютно. Ну, цены тогда другие были. Продукция обычно прям так ничего не стоила. Ну, все же зависит от количества. Может, есть глава КФХ, там, по-современному фермер, у которого 30 коров и 50 овец, или 10 коров, там, 100 овец, или у которого 1000 коров и 10 тысяч овец. То есть весовые категории разные это бывают. У вас в семье были свои овцы и коровы? Да, конечно. Ну, по тем временам голов 30, наверное, коров, то есть это не так много. Это немного? Немного. Поэтому же и проблема была в том, что когда у тебя маленькое производство, ты не можешь позволить себе дополнительные рабочие руки. То есть это накладно. Если ты кого-то нанимаешь, значит, уже тут же отражается на твоем бюджете. Ну, поэтому приходилось и работать. Закончил университет, поступило предложение работать. Да. Согласился? Ну, меня особо никто и не спрашивал. Приехал дядя, приехал отец, сказали: все, Калмыкии, где можно заработать? Это в степи, с земли. Или растениеводство, или животноводство, как говорится. Ну, я все сказали, старшие, я всегда уважаю мнение старших. У них четко был выстроен план.
Я начал работать, к тому времени хозяйство закупило современную технику ресурсосберегающую, Caterpillar. Это один из самых мощнейших тракторов был, порядка 600 лошадиных сил, спутниковое наведение, там немецкие прицепные устройства, все. У нас в республике только начало все это появляться, и, естественно, нужны были кадры, которые будут за этим всем смотреть, управлять, работать. Ну и дали мне самую низшую должность, просто принеси, подай. Ну и сказали, ты начни, попробуем, что будет получаться, давай посмотрим. Ну и начал я работать. Кстати, и спрос-то был, так как я родственник, многие думали, все легко. Наоборот, в 10 раз больше спрашивали, больше приходилось работать. Ну, я это привык, так как в духе-то и воспитывался. Это 2008 год, платили тебе много тогда? Нет, тоже это, видимо, проверка была. Там минималка, сколько я сейчас помню, по-моему, по тем временам 7 тысяч, что ли, было. Вот меньше, чем минималка была. Но в 2008 году 7 тысяч, это мало. Это мало было, но мне меньше, чем минималка платили в начале. Ну, это первый месяц, а потом все нормально, начал налаживаться. Сколько ты лет проработал там? Так, 8 лет. 8 лет? 8 лет. То есть мое было так. Сначала я начал мастер производственного участка. Скажу сразу, к этой технике, она 3-метровой высоты, 5-метровой ширины, один топливный бак 1,5 тонны вмещает дистопливо, 4 компьютера, страшно что-то вообще было подходить. Ну и я потом ее освоил, потихоньку меня начали учить натаскивать, перешел потом до оператора, потом до председателя кооператива. До кооператива. И в чем у меня была особенность моих функций, у меня они постоянно начали расширяться. Сделать этакого из меня универсального бойца, это и получилось. То есть техника иностранная подразумевает то, что когда она ломается, у нас в России хромает сервис. Это я уже как именно человек, который этим уже много лет прозанимался. Какая-то запчасть ломается, сразу вопрос как обычно сельхозников страда, идет уборка, или же культивация, или, что самое важнее, посевная. А там каждый день на счету. Важная деталь сломалась, трактор стоит или техника стоит, простой. Потом это скажется в будущем на урожае. Нужно моментально что-то искать. Нужно, значит, ехать в Ростов, Краснодар или в Москву. Даже были случаи, когда вот такая страда была, поломалась деталь, мне пришлось ее заказывать из Марселя, потом она в Голландию, из Голландии в Питер, в Липецк, в Липецке тоже хаб такой большой экономический стоит. И такие вещи, они помогали налаживать связи с крупными компаниями. Крупными компаниями, игроками, представители официальной Caterpillar в России, John Deere, один из крупных игроков на юге России, это компания Bison, с компаниями, потом я в дальнейшем упомяну, спутниковой навигации, космические технологии в сельском хозяйстве с 2008 года как раз начали шагать. А в 2008 году послабления были кредитные, все, и как раз парк сельхозтехники по России и по югу, он начал пополняться за счет доступности кредитов, люди начали менять. И вот как раз это тогда массово пошло. И я попал в ту струю, мне как раз дали полный карт-бланш, распоряжайся. Это же в Приютинском районе было? В Приютинском районе, поселок Первомайский. Поселок Первомайский. Да. Просто ощущение такое, то, что ты рассказываешь, что ты работал где-то на ферме реально под Марселем. То есть международные взаимодействия. Позвонил, что-то, да. А так. И ставку сделали так. Я четко тогда уже начал понимать, что я видел уже, у меня начал расширяться кругозор. Из мальчика, который сидел на точке, потом ездил, здесь это что-то небольшое, казалось, что это мир большой и страшный, но потом потихоньку я начал расширяться, начал путешествовать. То, что есть крупные, я увидел крупные хозяйства. Когда вот у нас несколько такой техники, и она в республике как ноу-хау. А когда приезжаешь в хозяйство, там их 10-20 таких стоят, и это все нормально в другом регионе. Я стал понимать, с ними тягаться нам бесполезно. Это я о чем говорю? О том, что где-то, когда проблемы, естественно, как сервисная компания, кому она больше внимания услужит? Что там у ребят в Калмыкии, несколько единиц или вот здесь. Лучше туда. Мы делали так. Приезжают они к нам, все условия. Калмыцкое гостеприимство, Махан, гостиницу, или у нас специально гостиницу мы такую небольшую сделали, живите.
помогаем, что-то поломалось или что-то, всегда помогаем, уезжают, там, ну, чисто такие выстроились очень дружеские отношения. Я уже сколько лет, мы дружим со многими ребятами здесь, да, по России. И был такой знаковый момент, мой дядя поехал в Москву на международную выставку сельскохозяйственную, и там подошли и говорят, там иностранцы что-то, а это вот с Калмыкии наши VIP-клиенты. VIP-клиенты, а там другие холдинги представители были, VIP-клиенты. Это почему? Они к нашим людям хорошо относятся. То есть, когда приезжает крупный холдинг, человек, он тоже человек, у него семья, да, уставший, ему говорят, вот ключи от техники в том ангаре, или езжай туда там, по направлению на север 10-20 километров, там найдешь его в поле, ремонтируй, мы тебе за это платим. Да, это, как говорится, западный подход, только бизнес, да, ничего. Но он придет, он поделает, он уедет. Но когда он приезжал к нам, он знал, его накормят, напоят, помогут, еще и хорошо отправят, заправят машину. Ты 8 лет проработал в одном предприятии. Да. За это время какие мысли посещали? То есть вот, там, ты всю жизнь бы работал там, или же все-таки в какой-то момент открыл бы свое дело? Повторюсь, связи нарабатывались, постоянно в экстренных бывало ситуациях, экстремальных. И потихоньку я начал понимать, что доходишь до определенного уровня. Где-то с 2014 года у меня уже начали появляться мысли, так, ну, что-то нужно, потихоньку что-то в жизни менять. И в 2016 году я принял решение, что, уважаемые родители, отец, дядя, братья, вы меня извините, нам нужно, сел за стол вот так, да, с глазу на глаз. Мы люди не чужие друг другу, но я хочу уйти. Ну, было сказано так. Каждый в жизни, так или иначе, люди успешные, состоявшиеся, скажем так, поднимались или чего-то добивались самостоятельно. И я сказал, что я не хочу в 50, сейчас мне уже 34, я понимаю, 50, наверное, в 60 лет сесть тогда. Что-то у меня, допустим, было бы, да, у меня там перспективы, да, нормальные были бы, да, в хорошем доме сидеть и говорить, блин, что ж я в 30 лет, надо было что-то другое попробовать, а оно-то здесь сидит. Вы с бизнеса, наверное, такие ощущения тоже, наверное, испытывали. Что-то, я не захотел в 60 лет столкнуться с тем, что, а что я так не попробовал, а надо было так, а может быть так, то есть стать творцом собственной жизни, судьбы. Но меня поняли, мы разошлись по работе, конечно, родственные отношения всегда поддерживали, и я начал пробовать сам. Я заметил то, что, я уже понимал то, что парк начинает современная техника, там дорожная техника здесь работает, и элементарные вещи, там шланги, еще определенные такие расходники, можно сказать, постоянно нужно ездить куда-то в Ставрополь или же здесь покупать, когда их привезут там, через 2 недели по завышенной цене. И у меня уже прошли деловые встречи с представителями, производителями. Ты хотел аналог сервисного центра с магазином открыть здесь? Да, примерно да. Но, к сожалению, видимо, не судьба, там небольшие жизненные обстоятельства не смогли, воспрепятствовали, чтобы организовать это. Я не жалею, потом начал пробовать, приобретал «Газель», ездил, занимался извозом. Это прям как маршрутное такси? Нет, грузоперевозки. Грузоперевозки. Потом мне звонит товарищ представитель ростовской компании крупной и говорит, слушай, ты что вообще там делаешь? Я говорю, да ничего, говорю, тут «Газель» ремонтирую. А что за «Газель»? Я говорю, да поломалась, говорю, моя «Газель». По-моему, ты чуть-чуть не тем делом занимаешься. Мы-то тебя все знаем. Тут, кстати, говорит, мы тут компаниями собирались, там, они все между собой общаются. Тебя вспоминали. Может быть, попробуешь в какую-нибудь из наших компаний? Я говорю, не знаю. Переезжай. Давай тут Ставрополь, Ростов или Москва. Возможно, Краснодар. В принципе, говорю, давай попробуем. Нужно встретиться. Хорошо, сел, поехал. Приезжаю. Приехал как раз генеральный директор этой компании крупной и говорит,
слушай, мне собеседование не нужно на вакантную должность. За тебя уже ребята все сказали, я просто тебя хотел в лицо увидеть. Ну, наверное, ты к нам переходи. А я такой, да, в принципе, уже чуть жизненное, там, финансовое состояние уже такое тяжеловато было, да. Я такой говорю, ну, знаете, просто так перейти, чтобы просто работать и работать, мне нужно перспективы саморазвития. Я же для этого, я говорю, уходил. Если бы так, я бы и никуда-то не уходил бы. Там бы и сидел, все нормально было. Он говорит, ну, условия, да, обучение. Сначала по России ты пройдешь курсы, потом там ежегодно проводились, по-моему, Португалия, Голландия, Франция. Ну, там уже тоже. Ну, я знаю, человек конкретный, все, этот начинает думать. Ну, а там было так. Сначала начинаешь обычно, ну, только не с рядового, со среднего представителя. И в перспективе меня видели региональным, там, по или Ставрополе, или Ростовскому. Руководителем. Да. Почему? Потому что у нас везде стоит проблема кадров. Допустим, вы фермер, который всю жизнь своими мозолями, руками зарабатывает деньги, да? Они не даются легко, не падают. И когда ты приходишь в магазин, да, это условно магазин, там большой, да, организацию, чтобы приобрести технику, и выходит парень и начинает рассказывать там, а ты в процессе этом всю жизнь, да? А почему вот эта железка вот так вот? Да сейчас я в буклете посмотрю, там все, стоп. Я здесь не буду брать, пойду других. Но экспертности мало, то есть Вот. люди не погружаются. Не погружаются. Да они и не могут погрузиться, потому что, чтобы погрузиться, нужно это знать. Так вот, в итоге ты принял предложение? Сейчас, да, расскажу я. Им нужно было те люди, которые знают от и до, как ее ремонтировать, как она себя показывает в работе, да, и вообще на какие ресурсы. Это очень важно. И тут поступает предложение, я приехал уже, все, говорю, ребята, в принципе, это было в декабре, не помню, 17-й год, декабрь, да. Я говорю, хорошо, давайте к декабрю. И меня ждали сразу в декабре, и я говорю, ну давайте или в декабре, или в январе. После праздников, все, выхожу. Но 90%, говорю, все-таки 10% оставляю, и вам конкретно скажу еще. Домой приезжаю, тут поступает предложение поработать в администрации Приютнического муниципального образования. Я был, кстати, с 6,5 лет я был депутатом районного муниципального образования, собрания депутатов Приютнического района. И вот, ну, тоже кадровые какие-то проблемы были, предложили. Ну, и я тоже взял паузу, не знаю, что сделать, туда или туда. Ну, ясно, что там зарплата, там вообще, да, много чего, но просто одна проблема – это перевозить семью. Ну, в принципе, я уже был готов. С одним мудрым человеком поговорил, и он сказал, уехать можно всегда. Не возьмет та компания, возьмет другая, это уже 100%. Но, а кто здесь останется? Попробуй, да, с рядового сотрудника, ну попробуй. Получится что-то, получится. Нет, всегда можешь сесть и уехать. И с марта 2018 года я вышел на должность главного специалиста по делам молодежи администрации муниципального образования Приютнического. Проработал там полгода и с сентября, по-моему, вышел на должность заместителя главы по социальным вопросам. Ты к тому времени уже, ты же женат? Да. И там, к тому времени, насколько я понял, 18, твоему младшему 4 года. То есть, получается, семья, уже дети, 2 детей. Как супруга поднеслась к тому? Ну, вот к этой новости. То есть вот буквально ты только что сам ремонтируешь «Газель», занимаешься собственным бизнесом, и семье говоришь, что все, это мой бизнес, я начинаю развиваться, начинаю двигаться. Тут тебе поступают 2 совершенно разных предложения. Одно дело — учиться за границей, двигаться и стать региональным директором в достаточно крупной компании, я так понимаю, с неплохими финансовыми Абсолютно, доходами. Вот, и предлагаю тут же как бы пойти на государственную службу с достаточно низким окладом и с невысокими перспективами. Да, это тоже не просто так было, в первую очередь для самого себя определиться. Ты понимаешь, там заработок, достойная жизнь. Ну а здесь кто? Опять же, здесь кто? Ну жена сказала, как ты скажешь, так и будет. Я глава семьи, у нас патриархат. Так воспитан в старых традициях. Но, как говорится, вторую половинку всегда прислушиваемся.
Как родные отнеслись к этому, когда ты решил перейти на госслужбу? Большинство не поняли. Не поняли. То есть, идя специалистом, и когда тебя там ждали уже, немножко не поняли. Но я сказал, что-то надо попробовать. Так оно и закрутилось. После 8 лет работы фактически в частном секторе, в котором в основном, ну как в бизнесе, основная единица измерения — это деньги, то как после вот такого опыта, перейдя на госслужбу, то есть чем ты занимался? Сложно было, да, поменять мировоззрение, да, или как вот этот ход мысли. Когда ты привыкаешь, ты понимаешь, если в бизнесе нужно сделать так, чтобы получить там прибыль или чтобы было лучше там для производства. И это можно моментально там. Раз встал, принял решение, сделал, там, воплотил в жизнь, все. Тут ты видишь, ты знаешь, как это сделать, но чтобы это притворить, не знаю, целый там механизм большой нужно задействовать. Вот это вот было тяжело, но в принципе уже все нормально. Люди часто обращаются, жители? Да. С какими вопросами? Вообще разные. Абсолютно разные. Земля, где-то что-то, где-то кого-то ущемили в правах, просят разобраться. Где-то кого-то беспокоит там благоустройство, беспокоит там шум на улицах, кто-то там соседи шумят, там еще что-то. Вообще очень и очень разные. Корова, вот мы сидим в парке, кто-то может прийти там сказать, вот вчера ночью там уже или систематически сюда корова заходит, там примите меры, там скажите там. Ну, в основном, когда обращаются, тоже хорошо. Ты сидишь, где-то сам смотришь с одной точки зрения, люди заходят, говорят там, и ты уже больше как-то начинаешь вникать в такие проблемы. За 7 месяцев сколько удалось переговорить, повстречаться с предпринимателями? С очень многими. И те же крупные, да, средние и крупные предприниматели, фермеры, инвесторы с соседних регионов готовы полностью работать все как положено, и понимание есть, развиваться. А мелкие есть тоже 50% таких, там 70-50% это которые так или иначе всегда указывали, там ветеринария, скот обслуживал, все как положено. Ну, единственное, в недостаточном объеме отражалось реальное количество поголовья, или не отражались там рабочие руки, да, то, что рабочие места. Ну и есть такая прослойка, которая вообще нигде не отражалась. И вот с ними сейчас плотно работаем. Буквально первый выезд у нас был 3 июня в Октябрьское сельское муниципальное образование совместно с прокуратурой, прокурором района, тоже человек, который во главу ставит закон. У нас была программа, реализуется декриминализация сельского хозяйства. И вот совместно с межрайонной налоговой, тоже руководитель, человек понимающий и рачительный, мы выезжали в это образование муниципальное. По результатам проверки у нас уже на сегодняшний день, я могу с уверенностью сказать, что 7 индивидуальных предпринимателей только там уже встали. Ну, как пример, вчера я еще раз просмотрел документы, думаю, чтобы не ошибиться. Да, действительно, 75 тысяч поголовья маточного овцы у нас в районе числится официально. 5 животноводческих стоянок в Октябрьском мы охватили. 5, только 5, которые нигде, они были в тени, там в теньке отдыхали, в серой зоне, как говорится. 6,5 тысяч поголовья было выявлено в результате этой проверки. А тогда, если 75 официально в Приютинском районе, то неофициально сколько будет? Прогнозы есть какие-то? Да столько же, наверное. Под 150? Да. Ну, это такая грань. Ведь понять то, что мы аграрная республика. Мы и в основном наши люди, да, там с работой тяжело, еще что-то, там зарплаты низкие. Не такие, как бы хотелось, да, и люди в основном живут за счет этого. Но тут роль руководителя в чем? Подойти грамотно. Да, конечно, можно там вот всех, но так нельзя. Нужно какие-то потихоньку, поэтапно, поступательно доводить до людей то, что нужно так, потихоньку. Так, что сразу там как окно прорубили, вот в Европу мы будем теперь так не получится.
Это очень кропотливая и сложная работа. Условно, да, у тебя 1000 овцы, а официально показано 200-300. Ну давай ты на следующий год покажи 500. Ты будешь платить то-то, то-то, мы тебе там будем помогать, там еще что-то. И вот так, степ-бай-степ, как говорится, шаг за шагом. И А хватает земли? Ну, то есть вот 75 тысяч поголовья это КРС или это овец просто? овцы. Овцы. То есть 150 неофициально. 150 тысяч овец. Сколько нужно для них в пастбище? Ну, вообще-то, да, так сказать, из тех уст, что я слышал и знаю, норма 1,5 овцы на 1 гектар. На 1 гектар. То есть, соответственно, 150 тысяч нужно будет как минимум 300-400 тысяч. Да. Когда у нас всего 330 тысяч. И тех, и иных. Ну, это налицо. Плюс порядка, если мне не изменяет память, 34 835 тысяч у нас КРС официально. Официально. Ну, вот так вот. А как предприниматели воспринимают? То есть вот ты с ними вы приезжаете, ну понятно, официальное, конечно, с прокурором это еще более эффективно проходят переговоры. Они реагируют каким образом? То есть они реагируют как нарушители, или они говорят то, что, ну слушайте, ну как бы было так заведено, и мы раньше так и делали все? Есть и такие, которые говорят, так было заведено, там, типа, это. Но смотря как, все мы живые люди. Когда к тебе подъедут домой, условно, а точка это дом, где ты живешь, там, а ну, там, делай так, почему так, и грубые наезды в грубой форме. Любой человек, он воспримет тебя негативно. Но если ты приезжаешь, вежливо, всегда здороваешься, к каждому человеку нужно относиться в первую очередь уважительно, это личность. Начинаешь разговаривать, объяснять, так, и я скажу, что лично я во все проверки, практически во все, я лично сам ездил, нормально относятся люди. Люди, то есть у нас нормальные, они говорят, да, действительно, вот так вот. Ну, бывает вопрос такой, а почему я? Я говорю, ну давайте начнем откровенно. Почему я? Значит, вы мне этот вопрос задаете, и я тогда вам откровенно и говорю. Давайте, значит, а почему не ты, можете так сказать, да? Я тогда говорю на примере своего отца. Отец платит все, что положено налоги, платит в район, платит муниципальное образование, и у него точно такой же вопрос. А почему я плачу, а почему не он не платит? Тогда люди говорят, да, все понимаем, если твой отец платит, ваша семья платит как положено, ну, значит, ты имеешь моральное право нам точно так же говорить. Ты когда работал в семье, то есть вот вы подбивали там итоги квартала, финансовые года, то есть и когда вот платили налоги, то есть у вас, как ты относился к тем, кто не платит? Не понимаешь? Ну, разговаривал с ними? Да, но у меня тогда рычагов таких не было. Ну да, но все равно в любом случае, то есть был ответ такой, был как бы, такой, это не твое дело. не твое дело. Не твое дело. Вы там занимаетесь каждый своим, все. Другие дела чужие не нужно влазить. Ну, ты все. Многие ассоциируют, что жизнь вообще в районе зависит от главы района. Это так или не так? В большей степени да. То есть, как вектор задается, правильный вектор, так она и начинает реализовываться. Народ сам по себе, он готов нормально идти. Просто наше население, вот нужно задавать вектор. Все. А как это, наверное, на своем примере скажу. Первое, я всегда четко понимал, все начинается здесь. И когда здесь все начинается, нужно, чтобы грамотно все потом было реализовано. А инструмент для реализации – это администрация, аппарат. И поэтому его нужно по полочкам выстроить, как часовой механизм. Когда он будет работать как часы, и потихоньку импульс передастся везде. Это у нас улица Пионерская, 1,3, по-моему, протяженность у нее. Мы заложили средства и будем ее ремонтировать. Кстати, хотел обратить внимание, когда пришел, сразу просмотрел, так, ребят, что мы планируем на этот год, какие дороги мы планируем отремонтировать. Ну и первое, сразу же увидел улицу Пионерскую. Посмотрел, километр 300 длина, 18 миллионов. Ну, не знаю, начали вопросы, да, у меня возникать. У меня работает заместителем главы Лохнов Алексей Иванович, очень опытный человек. И предложил ему, ну давайте пересмотрим, проект еще закажем, пересчитаем.
И дополнить нужно объемы. Возле храма, возле церкви нужно хорошую площадку сделать, чтобы нормально машины там размещались. Там кафе «Уют» у нас есть напротив «Пятерочки». У нас же каждую пятницу еще и базар бывает, рыночный день, ярмарка. Там тоже нужно, ну, для людей сделать нормально. Раз уже делаем, неизвестно, когда еще будем дорогу делать. Нужно нормальную площадку сделать, все. Дополнили объемы, что самое интересное. Нормально так дополнили объемы. По идее, 18 миллионов стоит, она же должна подорожать, если объемы. Она у нас вышла 12,5 миллионов. А как так получилось? Просто пересчитали? Не знаю, может быть, как что, как заложено было, я не знаю, но факт то, что мне нужно, чтобы было только для людей. Не, ну подожди. 18 миллионов стоил проект. 12 миллионов вы пересчитали и еще увеличили объем работ. Соответственно, вы поменяли подрядчика или просто смету пересчитали? Смету пересчитали. Смету пересчитали? Более тщательно. Она либо халатная, и она либо завышенная. Я не знаю, я тут не буду ничего пальцем тыкать, но я скажу одно. Когда руководитель муниципального образования, глава района заинтересован, чтобы максимально экономно, но качественно сделать все, ну, тогда все. То есть никакого админа, ничего, да, вот. Я хочу, чтобы было все максимально сэкономить средства, но чтобы было все качественно. Вот мы посчитали, вот моя позиция, и вышло 12,5. Не знаю, почему выходило раньше больше. Оставшиеся деньги, которые идут, они же никуда не уйдут, вы куда направляете? Сэкономили и еще не закончил, да, в результате торгов уже, когда аукцион проходил, еще 2 миллиона мы сэкономили, то есть дорога стала 10,5 миллионов рублей, 10,5. Против 18. Условно, да, против 18, 10 реальные. Высвободилось там 7,5 миллионов. У нас есть улица Советская, часть она там от Ленина, недоделанная. Почему это улицы такие, постоянные движения, сквозные? Придя на работу, я сразу сказал: ребят, меняем такую психологию. Не люди, слуги администрации, а мы слуги для людей. Поэтому, допустим, тот же крестьянин, придя получить какую-то справку, ну зачем ему месяц ждать? Не надо разводить бюрократию. Максимально все, максимально быстро. Бюрократия, минимум бюрократии. Максимально все должно быть. Кстати, один наш сотрудник, я сам поразился, провел анализ с января месяца по июль месяц. Документооборот у нас вырос в 5 раз. То есть мы в 5 раз стали работать быстрее. Но это мало, нужно еще чуть-чуть ускориться. Я вижу проблемы. И тут же у нас произошло омоложение на треть. Ребята пришли моложе 30 лет, там 22, 25. Почему я не боюсь им доверять? Да мне в свое время не боялись доверять. Не боялись доверять, что я там что-то поломаю или что-то еще там, убытки какие-то будут. А как воспитать? Ребята занимаются доверием, но тут, говорится, как сплав. Ключевые все места занимают очень опытные, компетентные люди. И как было, допустим, до. Все решения принимались, там, надо обязательно посоветоваться, там еще что-то. Я же поступил так: ребят, финансовое управление, вы отвечаете за финансы. ЖКХ, строительство, вот курирующий зам. Социалка, курирующий зам. Ребят, вы должны все максимально принимать решения самостоятельно. Западный манер, да? Максимально сами принимаете решения, но отвечаете головой за каждое решение. А есть какие-то более сложные вопросы, обязательно обсуждение, конечно же, со мной. Доверие. И когда выстраиваются отношения на доверии, и помимо доверия ты еще и стараешься создать им условия, как то-то, допустим, 10 лет не обновлялись персональные компьютеры. Но для того, чтобы эффективно работать, инструмент нужен. А для моих сотрудников инструмент – это хорошая оргтехника. Ну, пока партию хорошую взяли, да, обновились, немного люди уже почувствовали радость. Ну и со здоровья, там, старый квадратный монитор из 90-х, когда человек там по 10 часов за день сидит перед ним, глаза там, а сейчас спокойно уже работают. Есть недовольные твоей работой? Ну, наверное, есть. Никто не приходит, открыто не говорит? Не, ну, говорят что-то, это, ну, я люблю вообще, когда говорят: ты там не так делаешь, ты там. А почему? Потому что, когда тебе говорят что-то не так, это значит другой взгляд со стороны. Не твой и твоей команды, а другой. И когда они говорят, это как раз, ну, как можно же два момента принять эту критику. Первое, как критика, агрессивно там, да, там, вот, это ты, значит, там против, там еще что-то. Или же
значит, человек что-то видит по-другому. Нужно поговорить, подумать, осмотреть, собраться. Может, действительно правильно говорит. Зачастую люди, они знают многие вещи лучше. И когда ты прислушаешься к ним, и получается более-менее гармония. Я забыл совсем этот же самый спорный момент, который сейчас обсуждают в соцсетях. Недавно было обращение главы Хасикова Бату Сергеевича по поводу того, что вернуть название проспекту Анацкого в Элисте. А у вас здесь же Анацкий родился здесь. Вот. Как жители воспринимают это? Понятное дело, то, что там многие сейчас это воспринимают как-то негативно, потому что у многих там устойчивое понятие City Chess, Остап Бендер, то есть это прям целый, целый район туристический, в который приезжают. А местные жители? Местные жители, я и сам местный житель, положительно относятся. Ну, у вас есть здесь улица или проспект Анацкого? Так, у нас есть здесь улица Анацкого, тоже отремонтирована, приведена в порядок, потому что это наш герой. Музей есть, в Воробьевке мемориал есть Анацкому, и школьный музей есть, да. Он родился в Воробьевке? Здесь. Здесь, в приютом родился. Да. А в Воробьевке он захоронен, потому что когда его не стало, он погиб в бою под Манычем, да, и жена его с Воробьевки, ну, его там похоронили. Понял. А так жители, старики особенно, да, старшее поколение очень так вот положительно отзываются о том, что восстанавливают. Это же не то, что вот, а давайте назовем, восстанавливают. Много людей работает в администрации? Так, какой штат? 28 человек, где-то так, около 30. Хватает? Ну, скажу сразу, мы еще посокращались немного. Заместителей у главы района было, в один момент доходило до 4, стало 2 достаточно. Начальников сократили тоже. Ну, больше рядовые сотрудники, главспецы. Я знаю вот про приютные немного, если честно, то есть, но знаю точно, что там нет воды. То есть и воды там нет еще с советских времен. Я так понимаю, что это водонапорные башни набирались. И значит, здесь был водопровод централизованный. Да, действительно был. Примерно в 70-х годах, середина, конец 70-х годов, был групповой Кибрульский водопровод. И именно ветка на Приютное было врезание в этот водопровод и шло сюда. Но к концу 80-х, начало 90-х он прекратил свое существование, там ряд каких-то сложностей или проблем были, сейчас точно не могу сказать. Но факт то, что мы имеем, воды нет, и те трубы, которые водоразводящие по селу Приютное, они уже в негодности, естественно, проржавели, сгнили. Часто задают вопрос, ну вот мы поменяли глав, то есть районов, а вода где? То есть где вода? Скажу так, есть пути, есть большие пути решения, да, ими сейчас занимается и руководство республики, конечно, и муниципальное образование. Дай бог они все сдвинутся и будут положительные подвижки, пока идет обсуждение. Но со своей стороны мы сейчас занимаемся тем, что достигли соглашения с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Правительство республики нам выделяет 5 единиц техники. Я думаю, или в конце этого месяца, или в сентябре месяце они придут. Это 4 водовоза, 1 ассенизатор. Мы их раскидаем по сельским муниципальным образованиям. То есть у нас же вода вся привозная. И наши пенсионеры, представители льготных категорий граждан, они могут заказывать воду, хотим мы так сделать, да, чтобы стремиться к тому, чтобы в каждом поселке было. И часть воды, стоимость воды будет компенсироваться. Вот так вот. Ну и тот вопрос, что... А сколько у вас сильно вода отличается? В городе, насколько я знаю, вода стоит там около 60 рублей куб. У меня на родине водовоз воды 3600 литров, 3,6 куба. Доходило в этом году до 2700 рублей за бочку питьевой воды. Но проблема была еще в том, что ее еще не достать было. То есть образовывались очереди по 2 недели. Ты постоянно должен мониторить, что у тебя состояние в бассейне, как там происходит, чтобы... Слушай, а скважины? Скважины. Второй вопрос, скважинами мы занимаемся. У нас в планах сейчас в этом году сделать возле села Приютное еще одну артезианскую скважину.
Эта скважина была пробурена и построена в прошлом году при поддержке республики. Спасибо большое. Она обошлась в 3,5 миллиона. Считаю ее это как, наверное, произведение искусства инженерного. Пробурили здесь порядка 200, от 160 до 200 метров скважину артезианскую. И эту часть села она охватывает. Люди, каждый, кто держит небольшой, там, 50 овец, 30 овец, все приходят, здесь поют. Ну и тут мы видим, вот водовозы постоянно подъезжают, тоже населению развозят воду, оказывают. В 90-х годах, нет, в начале 2000-х, здесь была установлена осмосная установка по очистке воды, осмосная, и пробовали очищать. Но очищали, те технологии, они подразумевали там 50% от воды, той, которую они заходят, это отходы были. Отходы куда-то девать нужно было. Плюс сами мембраны и сам технологический процесс был очень дорог, экономически невыгоден. Но вода получалась чистая, как вода Пилигрим, как Кубай, вот такая вода получалась. Из этой же воды артезианской. Поэтому же и мысли такие есть, что сейчас в Минводах наладят установку, придут, и такая же вода будет. Изначально себестоимость воды очищенной до стандартов вода питьевая составляет от 5 до 10 рублей. Возможно, уже немножко дороже в связи с тем, что вода у нас оказалась по анализам немного сложнее. Как это, если все пройдет хорошо в тестовом режиме, очистка воды будет положительная, мы действительно подтвердим, что под селом Приютным артезианская скважина, да, техническая вода, но она в достаточном объеме, тогда мы, кстати, мы сейчас оформили водоканал приютинский, туда тянем насосами воду, резервуары все ремонтируем, и там стоят очистные сооружения, чистим воду и по сетям хотя бы треть или половину приютного сделаем. А розничная цена, ну то есть сколько будет покупки? Ну, это все будет проходить через системы обязательно службы, которые будут и высчитывать по тарифам. 3,5 миллиона не такая большая для инвестора сумма. То есть там, почему, ну как, я бы рассуждал бы, у меня всегда бизнесмен включается, сказал бы там, типа, давай 5 скважин, скидай деньги, ставишь, а мы тебе потом, ну то есть как... Скажу, да, приходил инвестор достаточно серьезно и говорит так: продайте мне водоканал и помогите сделать подводящие, разводящие, да, водопроводы по селу, я отдам воду. Стояла она в подвешенном состоянии, и как только я приступил к своим обязанностям зимой, сразу же для себя четко определил, что этот водоканал должен быть как можно скорее документально оформлен, взят на баланс сельского муниципального образования, приютницкого. И это как одна из точек роста, чтобы потом где-то уже как готовый продукт, оформленный полностью кристально чистый по закону, предлагать потенциальным как инвесторам. инвестиционный проект. Да. Понятно. А там уже как, да. А сейчас эта территория с оборудованием, она еще не оформлена? Все оформили мы. То есть уже оформили? Да, усилиями там 2 месяца ушло и оформили. Как теперь инвестор? Он теперь что говорит? Инвестор хочет купить. То есть Только он хочет прям в собственность. Дайте мне в собственность. Я ему просто ответил: слушайте, уважаемый, я представитель народа. Представитель народа, и это стратегически важный объект. Я не могу его распоряжаться, там, то, что там на сессию вынести или как продать его. Нет. Завтра придет вода с Левокумки или еще из иного, да, и нам нужно будет здесь какое-то, мы же не будем строить еще что-то. Системный объект. Да, и вот предлагаю в концессию, но он уже такой: не знаю, там это, что. Я говорю: ну сейчас вы купите, через 2 года там умрете, заболеете, или вообще там настроения не будет, или желание пропадет. И оно так и будет стоять, а мы ничего не сможем сделать. Что я потом, как я людям в глаза смотреть буду? То есть это недальновидно. И я предложил следующее: давайте концессию. Концессию. То есть и мы с вами вместе можем участвовать в различных государственных программах. На что человек так почесал, и пока тишина. Поэтому мы идем иным способом. А чтобы сейчас привести вот тех же геологов, ту же службу, которая сможет взять и заново проверить наличие этих водоносных слоев, сколько это по деньгам, вы узнавали? Даже туда не влазю, потому что уже четко, как только я начал что-то узнавать, я понял там суммы. Ну, движение ради просто движения я даже не стал делать, потому что сразу понял, тех сумм, которые могут там быть обозначены, у нас не хватит. Там вопрос сейчас весь стоит в том, что Роспотребнадзор, Джангар Николаевич такой поднял вопрос, и тоже он прав как специалист,
достаточно ли будет объема воды, дебет. То есть мы сейчас вложимся денег, а эти средства нам помогает правительство по индивидуальной программе развития нашей республики. Готово выделить уже там 4 миллиона на разработку ПСД, уже выделяет на водопровод село Приютное и 2 миллиона на Воробьевку. Почему эти два населенных пункта? Потому что других воды нет, даже такой. Все будет зависеть от объема. Это если здесь местные приезжают и, ну, они, вернее, даже не приезжают, вон там Отар идет, мы скоро его увидим, вон она, кстати, да? На водопой они приходят, то а остальным как, если у них ни скважин, ничего нет, как скот поить? На своем примере могу сказать. Водовоз в помощь. Кому повезет, у кого-то есть колодец, у колодец есть, там пришел, насос качнул, помпу завел и поешь. А так как у нас, допустим, 18-20 километров в один конец и в круг, то есть 36-40 километров за водой, когда нужно несколько рейсов в день, круглый год, и в жару, и в стужу. Это очень тяжело. Плюс себестоимость продукции сразу возрастает в разы. Плюс человек, который будет возить эту воду, он должен закреплен быть именно за водовозом, чтобы надлежащим образом следить за техникой, вовремя подвоз. Ведь когда ты качественно кормишь скотину, да, кормишь, и один день у тебя перебой с водопоем, сразу же в жару там, сдает скотина. От водопоя очень много зависит. Сдает в смысле худеет? Ну да, конечно. То есть не наращивает мясо? Да. Сейчас у меня сложилась полностью картинка, как добывается вода на селе. То есть то, что стоит оно запредельных денег, там 3600... Ну, когда 15 тысяч или ты 10-12 тысяч пенсий получаешь. Я же говорю, то есть это запредельные какие-то деньги, то есть и тебе приходится, то есть там экономить эту воду, хотя она может быть доступная. Я понимаю, что, во-первых, есть, конечно, такая штука, ты не можешь там, как у себя на участке, взял, забурился, поставил эту скважину, там 200 метров это немало. Потом не каждый частник себе сможет позволить такую скважину глубокого залегания. Я вас перебью. К сожалению, не везде даже эта вода есть, повторюсь же. То есть сейчас фермеры готовы пробурить хоть за 5 скважин, но их и на этой воды нет. К сожалению, такой у нас Приютненский район. Будущее. Что есть будущее, да? Это работа, допустим, аграрный сектор. Кто на точках работает, да? Возвращаются люди, еще вот немаловажную тему затронул. Молодежь. Есть такая определенная категория, которые помыкались, там поработали. Поняли, что не получается, и лучше всего вернуться, заняться хозяйством. Но для того, чтобы человек молодой, допустим, я или ты, притащил свою семью на свою родину, а эта пандемия показала, много людей начали возвращаться, нужно, чтобы были условия. А это уже тут прямая наша обязанность. В чем условия? Нормальный садик, хорошая школа с хорошими преподавателями, условия, спортзал хороший, площадки, еще что-то, дополнительное образование, досуг, хороший дом культуры, новый дом культуры, благоустройство, чтобы чувство безопасности. А это прямая задача нас, руководителей. И когда мы создаем, то есть это уже дополнительно. И немаловажно технологии, хороший интернет, охват мобильной связи. Сидя на точке, люди работают, тоже хочется чувствовать себя не оторванным. Вечером посмотреть в Инстаграм или выложить что-то, что я делаю. Посмотреть, где твои друзья, особенно ты когда с мегаполиса приехал, в WhatsApp пообщаться или с семьей. Ты в степи, а семья в совхозе, позвонил в видеосвязи. Сам так сидел. WhatsApp позвонил, что, привет, сегодня не приеду послезавтра, все нормально. То есть не возникает ощущение, что ты оторван от цивилизации? Самое тяжелое морально, это ощущение, когда ты работаешь в степи, что ты как бирюк. Оторван, сидишь, где-то жизнь кипит, а ты сидишь, зачем оно это нужно? А когда уже есть технологии, интернет, мобильная связь, уже это менее болезненно, это комфортно. Еще и когда ты уже знаешь, в хорошей школе дети учатся. Интернет нормально. есть у всех? Нет. Там в Нартинском СМО у нас проблемы. Я думаю, сейчас у нас один зайдет хороший
Мегалайф у нас зашло в район, и там мы сейчас ведем работу по ним, чтобы, ну, на нарту что-то нужно придумывать. Мегалайф это что? Это сетевой дилер, как правильно выразиться, да, из головы вылетело. Ну, то есть он Это- привозит оборудование. Да, они как Ростелеком, вот такие, да. И это крымская компания, которая развилась динамично и вышла за пределы своего региона, и сейчас уже на юге работает. Кстати, интернет у них скоростной, там, да, ну и готовы социальную нагрузку определенно на себя брать. Прямой вопрос, наверное, будет сегодня последний на сегодня. Тебе зачем это? Ну, вот почему ты пошел в Ахлачи района? Да, ну тут просто все. Можно убегать, мы же кочевой народ, можно убегать там, сесть, собрал чемодан, уехал туда, там не понравилось, там не понравилось. Но это моя родина. И наш такой возраст сейчас, да, и у нас подбирается в республике такая команда, да, молодых, кто-то что-то хочет изменить, что-то сделать положительное, что-то нужно сделать. Я всегда говорю, моя родина здесь. Я буду лежать там, где лежат мои предки. Моя родина там, где лежат мои предки. Моя мать лежит. Вторая ферма, поселок Первомайский, Амтя-Уста. Дальше и я там буду, и все там будем. Это мне важно, что здесь останется. Спасибо. Спасибо за то, что провел этот день на жаре со мной. Вот, мы еще приедем.